Ты похожа на папу? Нет. На меня? Нет. На кого? На себя. Бро, смешно. Якутск Ньюс. Лучшее из якутского интернета. Всем привет, меня зовут Айта, мне 31 год, исполнилось вот недавно, и я мама. Я Виолетта, мне 10 лет. Я дочка этой женщины. Делитесь тайнами там личными какими-то? Иногда делюсь, иногда нет. А какие-нибудь откровенные разговоры у вас бывают? На серьезные темы нет. Никогда. Никогда? Иногда. Редко. Но мы разговариваем, да? Да. Ну давайте на последнюю, какую вы серьезную тему разговариваете? ЛГБТ. Как там? ЛГБТ, да? Ты сказала, что есть геи и есть девушки, которые... Она сказала, что где-то там посмотрела, увидела и меня переспросила, такое реально бывает? Я сказала да, и что в этом ничего плохого нет. А что вы делаете обычно? Ну, у вас есть какое-нибудь хобби? Нет. Лежать. А? Лежать. Да, лежать мы любим. Сегодня мама и дочка будут отвечать на откровенные вопросы. Если кто-то из них не отвечает или уходит от вопроса, то он отдает 250 рублей другому участнику. Готовы? Да. Кто первый будет начинать? Я. Хорошо. Мама, ты занимаешься спортом для себя или чтобы нравиться окружающим? Уже 31 год. У меня вечная борьба с лишним весом. Когда-то да, чтобы нравиться окружающим, я лишала себя удовольствия покушать. 3 года назад я жестко помню, что я согласилась на марафон. Помнишь, да? Нет. Я же худела жестко. Ага. Помнишь? Я каждый день... Нет. Я каждый день тренировалась, питание туда-сюда. Скинула 15 килограмм. Стала вообще нереальной вообще лох. Так проходила, потом все равно набираю. Потом я решила, что зачем? Если чисто только для здоровья, для окружающих этого не собираюсь. Худеть, ограничивать себя, но только чисто для здоровья, да. А ты? А? Что я? Ты Что я? будешь заниматься или худеть ради мнения окружающих? Нет, у меня нормальный вес. Ну да. Виолетта. Слушай, внимательно. Очень серьезный вопрос. Если бы ты забеременела в 16 лет, ты бы оставила ребенка? Вот тебе 10. Угу. Через 6 лет? Я сделала секс, и у меня появился ребенок. Да. Угу. И ты бы оставила ребенка? Родила бы, то есть? Нет. Тогда? Аборт бы сделала. Серьезно? Да. Ну ты же как бы первый ребенок. И чё? Я так хочу, так и будет. А для этого что надо делать, чтобы не забеременеть в 16? Делать секс. Молодец. Я бы никогда не забеременела. Нет. Даже никаких если. Я росла конкретно в консервативной, в строгой семье. Но если, допустим, меня бы поругали, но сохранили бы. Хотя позор же. Смотри, ее дочка родила в 16. О май гад, нет. Такого нет. Мама, почему ты развелась с папой? А давай я тебе встречный вопрос спрошу. А ты как думаешь? Ты мне рассказывала. Ты ответила, что вы перестали любить себя. Друг друга. Да, друг друга. Так я ответила, но там еще более углубленная тема. Рассказывать? Ну, вкратце. Ты готова? Да. Ответить, услышать правду. Да. Серьезно? Да. И какой бы она ни была. Да. Поженились, пожили, потом я забеременела тобой, я тебя родила, мы переехали, и все, люди меняются, однако. А вот когда место жительства меняется, люди тоже меняются. И так получилось то, что... как сказать? Измена с его стороны. А я такой человек, что я прощать не буду, терпеть не буду. И взяла ее в охапку и сразу в город. Приехали, до сих пор одни живем, вдвоем. 8-й год, да? Виолетта, расскажи про случай, когда тебе было очень грустно, и как ты с этим справилась? Да нет, чего такого прям нет было. Она всегда плакала, плачет. потому что не моргала. Нет, ты же когда этого с подружками ссоришься, ты же мне рассказываешь, типа, я на нее обиделась, она тухара-тухара.
Ну да, она сказала, что мы больше не будем жить из-за того, что я ей не дала сотку. У тебя была сотка? Да. Я ей не должна была ничего давать. Ну, правильно. Она такая, нет, все, мы больше не дружим. И уходит. Это И было ты тогда расстроилась. немного. И ты пришла домой вся такая грустная же. Ну да. Мгм. Мам, как давно у тебя был секс? Ой, жесткий грям ты вот. Как давно, да? Угу. Очень. Ну, нормально скажи. Ну, очень давно. Ты же всегда со мной. А если честно, то когда ты была у бабушки? Да? Мгм. Ты почему мне не рассказала прям сразу? Должна, что ли? Да. С порога, да? Виолетта, ты пришла, давай, садись, я расскажу, да? Да. Нет, конечно. Кто был сверху, кто был снизу. Это что такое? Откуда? О май гад! What are you doing, baby? Ладно. Как ты относишься, если у мамы появится новый мужчина? Если у меня появится новый мужчина. Периодически приходи к нам домой. Типа он с тобой познакомиться. Угу. И как ты к этому относишься? Относишься? Нормально. Да? Я буду за тебя рада. Да? Да. Мне будет пофиг на него. Почему пофиг? Он же как бы будет... Отчимом? Я бы не сказала. Я не рвусь туда замуж. Ну просто, ну другом хотя бы нашим. Как Ангелина? Да? Ну, понятно, что будет. Мама, ты бы хотела бы, чтобы я, как и ты, родила 21? Да? А нет! Почему? Ты же родила. Мне что ли нельзя? Я же дурой была. Ну хотя я не жалею, конечно. Вот со мной же сидишь рядом. Я бы хотела, чтобы ты сначала отучилась, пожила для себя. И только потом, когда встретишь достойного, который тебя любит, ценит. И только тогда. Так зачем? Смысл? А может, я буду мать-одиночкой? Как я? Да. Ты если хочешь, будь, но тебе-то потом будет трудно. Знаешь, Нет, не будет. Я буду бизнес-вумен. не то, что ты. Типа, да? Окей. Виолетта, с каким айдолом ты бы хотела встретиться вживую и почему? Ну, дайте мне подумать. Мои биасы крутятся, как колесо обозрения. Найон. Тайон? Найон, Найон? да, Твайс? да. Почему? Потому что я так захотела. Ну, Она милая, поэтому ты хочешь с ней встретиться, да? ну она мой биас. Вживую, прикинь. Вот видишь, стоит Найон, и как ты отреагируешь? Не получится. Потому что я же встречалась со своими в Корее, когда вживую. Там вообще не там... Я вообще там лежала же. Мама, а ты ищешь мне отца или себе мужа? Для себя, конечно. Ты кто? Конечно, для себя. Если мама счастлива, то ребенок счастлив. Все зависит от меня. Ее настроение зависит от меня. Все вокруг меня зависит от меня. Так что не для нее, ни для кого, ни для вас. Только для себя. Для нее отца нет, потому что у нее есть отец. Какой-никакой, но он есть. И в раз в год он с ней видится 15 минут, но он есть. Он на свободе, он живой. Так что я, да, если ищу мужчину, только для себя. Сейчас я знаю, как ты ответишь. Типа, нет, пофиг, а я такая. А на самом деле явно. Так, на этот вопрос ты отвечаешь предельно честно, то есть. Что там? Хорошо? Смотришь на камеру и отвечаешь. Виолетта, завидуешь ли ты детям, у которых полная семья? То есть мама, папа. Нет. Серьезно? Да. Я так не думаю. Да, я не завидую. У меня есть мама, это хорошо. То есть тебе вообще конкретно Пофиг. пофиг, да? Да. Я человек пофигизм. Как-то скучно ты ответила же. Я не завидую им. Хорошо. Думаешь, мне было лучше, если бы папа жил с нами? Честно? Да. Нет. Я тоже вранем. Нет и нет. Если бы мы не расстались, и мы бы жили вместе, да, втроем, это отстой был бы, да, серьезно, отстой, потому что он из себя ничего не представляет. Какой бы он пример подавал бы
ребенку вообще. Даже думать не могу я. Нет. В смысле нет? Серьезно, что бы он тебе дал, да? Она хотела. Она Я в детстве хотела. Да, в одно время очень много спрашивала, типа, почему вы не живете, почему папа там, мы здесь. Ну, теперь я стала человеком пофигизу. Виолетта, у тебя уже была первая любовь? Я скрывала от тебя, мама. Все, давай. Годы. Я скрывала от тебя. У меня не было любви. Блин, Виолетта! Серьезно, что ли? Да. Она у меня умная, расчетливая, рассудительная. Не как мама. Я вообще влюбчивая, капец. Молодец. У тебя глаза на мокром месте же. Либо тоже. А, да? Да. В последнем задании вам нужно будет угадать мечту друг друга. Справитесь вы или нет? Сейчас мы это и узнаем. Не знаю, я написала машина. В машине мечтается. Серьезно? Да. Не. Хочу слетать в Корею. Этим летом. Нет, в сентябре. На концерт любимой группы. Без. Нет, тупее. Они вообще старая группа. Дизайн плюс деньги. Получается, она хочет в будущем стать дизайнером. Для этого что нужны? Соответственно, деньги, чтобы отучиться, придумывать и сотворить что-то. Правильно? Угу. Вы большие молодцы, папа. Спасибо. Вы вообще очень рады. Я вообще не думала, что она думала, я думала, что она знает про это, но не думала, что... А ты как, там или там? Это же жестко, вообще жестко. Она вообще у меня красавица, однако. Угу. Вот, передаем всем привет. Спасибо. Это что? Мне понравилось, не знаю почему. Ну что тебе понравилось? Отвечать на вопросы или... Что мы посидели. Пообщались, да? Да. Спасибо большое команде Вай Балалай за то, что пригласили, за то, что уделили время. Подписывайтесь на канал. Я хотела еще задать такой вопрос. Хотели бы вы видеть меня здесь еще раз, но уже с электрошокером и с подругой, и уже на еще взрослые темы. А можно тоже с электрошокером? Тебе нельзя электрошокер. Вот, пожалуйста, отвечайте внизу. С дочкой как-то я раскрылась, но не совсем. Так что с подружками было бы еще супер. Ага. Не, с тобой вообще супер. Реально, вообще. Но еще на более глубокие взрослые темы, которые и не только про отношения, а про все. Про деньги, про работу, про коллег. Много же тем. А ты про эти темы пока не знаешь, потому что ты учишься в школе. Да? Да. Давай, скажи спасибо и попрощайся. Спасибо, пока. Нет, нормально. Почему ты такая? Почему Скажи я такая? спасибо, Я пока. такая. Ты такая. Спасибо, пока.